Добрый день. Тема лекции «Как улучшить детско-родительские отношения». Детско-родительские отношения – это эмоциональные отношения, духовная связь. И очень хорошо, если эта связь идет с детства, с самого рождения, и даже начиная с момента, когда родители, любящие друг друга, планируют родить ребенка, и у них зарождается вот такая вот душевная близость, желание родить ребенка. И уже как проект, получается, появляется в головах у родителей ребенок. И это очень хорошо. И ребенок появляется как бы свыше, желанный ребенок. Любящие родители встречают его, и ребенок сам не выбирает родителей. Ребенок попадает в ту семью со своими традициями, значит, укладом жизни, да, и от этого зависит его судьба дальнейшая, как сложится, каким он вырастет, насколько он себя реализует в этой жизни. И поэтому очень важна связь родителей между собой, то есть духовная, эмоциональная связь между родителями. В какой атмосфере ребенок растет? Эмоционально такой позитивной, благоприятной, понимающей, принимающей. И тогда, естественно, все базовые потребности ребенка удовлетворяются с самого детства, и ребенок начинает познавать окружающий мир. Ребенок растет психически и психологически здоровым, радуется, проявляет все свои эмоции, не боится проявлять эмоции, потому что родители его понимают и принимают таким, какой он есть. Ведь если мы оцениваем ребенка и стараемся сделать из него по своему образцу, по своему представлению человека воспитать, то, естественно, это может ограничивать его душевное состояние. В нашей жизни есть две сферы, да, то есть одна сторона внешняя, отношения с людьми, это когда мы строим свое близкое окружение, семейную жизнь, строим отношения, и частную жизнь, и в социуме находим свое место, ставим цели, достигаем. А есть еще очень важная сфера, это внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь, она скрыта, но она достаточно глубокая и большая, но зачастую, как правило, мы на это не всегда обращаем внимание и свои усилия, и даже можем скрывать от остальных, даже близких людей, и от самого себя. То есть можем быть направлены на внешние цели, жить во внешнем мире и быть достаточно успешными, но внутреннее состояние, оно может быть не очень удовлетворенным, что-то может тревожить и так далее. Поэтому как раз сейчас, во время карантина, у нас прекрасная пора обратить внимание, время на и развивать, значит, свои внутренние душевные силы, чтобы это стало для нас ресурсным состоянием и помогло в будущем вот как раз достигать цели во внешней жизни. И вот как строить отношения вот во время карантина сейчас, когда мы все находимся дома и тесно соприкасаемся друг с другом с утра до вечера, ведь в обычном ритме жизни близкие люди общаются так тесно только во время выходных и
во время отпуска. А сейчас, получается, уже второй месяц люди живут вместе, и, естественно, мы открываем себя, открываем друг друга и учимся жить рядом друг с другом, да, и это, в общем-то, не так-то просто, и это душевные усилия нужно приложить, поскольку каждый из нас уникален по-своему, и каждый из нас имеет свой темперамент, свой ритм жизни. Он может быть медленным, да, для кого-то это быстрый темп, да, то есть бывает несовпадение ритмов, и когда у родителей темп быстрый, темперамент быстрый, а у детей медленный, то возникает непонимание, и ребенок чувствует, что он не совсем и не всегда оправдывает ожидания родителей, возможно, да, и он может быть недоволен собой, и это скрывать внутри, не проявлять, то есть он может делать какие-то выводы для себя. И поэтому важно поддерживать эмоциональные отношения и чаще разговаривать. Чаще разговаривать, что это означает? Разговор на бытовые темы, на социальные какие-то, да, то есть учеба, оценки, карьера, там, будущее образование, это все внешнее. И когда родители чаще всего обращают внимание, больше времени зацикливаются, то есть в вопросах вот внешнего плана, то душа ребенка, она как бы остается один на один. У него могут быть, появляются разные вопросы, поскольку душа человека тоже растет, духовность растет. И здесь, если нет наставника, взрослого человека, который бы помог ему найти ответы на эти вопросы, то ему будет одиноко. И ребенок может искать этого человека вовне. И может найти, а может и не найти. И вот если он не находит человека, который бы его выслушал, и у которого были бы, возможно, сходные какие-то ощущения, переживания, да, это мы говорим о том, что эмоциональное, душевное состояние – это глубинное состояние человека. И получается, что наши отношения с ребенком, они, если строятся на поверхностных, значит, сферах, да, то есть плоскостях, на поверхностных, как бы сказать, вот как океан, да, скажем, на поверхности это социально-бытовые какие-то. И эти вопросы можно достигать путем переговоров, договоренностей, да, без эмоций. А если мы разговариваем о душевном состоянии, это уже более глубинные пласты. Глубину, значит, мы идем, и если мы принимаем человека, его переживания, что да, эти переживания имеют право быть, я признаю, что твой опыт имеет место быть, что это естественно, что это нормально, то ребенок чувствует, да, меня понимают, и он перестает бояться, что внутри у него создается ощущение, что меня любят, меня понимают, меня принимают, и со мной все в порядке. И тогда он с таким же отношением будет относиться к другим, то есть он будет доверять. Если ему доверяют, то и он начинает доверять себе. А если он встречает недоверие, то есть оценочное суждение, ну, например, как так? Я не понимаю, да, взрослый может сказать, то есть безобидная фраза «как так?». А это уже смысл этой фразы заключается в том, что взрослый человек не понимает, а как так случилось. То есть он не хочет вникать, он говорит этими словами, что мне сейчас некогда, мне сейчас не до тебя, или ты сам должен справиться с этим
с этой ситуации, возможно, ребенку здесь важна поддержка. И тут, конечно, по-разному. Если ребенок такой активный, он, значит, более такой стабильный, стабильная нервная система, естественно, он, возможно, это не повлияет на него. А если у ребенка слабая нервная система, естественно, он может опечалиться тем, что его не принимают, и он начнет думать, что я что-то делаю не так, я плохой. У него начинает формироваться негативная я-концепция. То есть важно, как взрослому человеку, взрослый человек, родитель это в первую очередь взрослый человек, как наставник по жизни, да, вот взрослый человек учит жизни, который он сам прошел, а ребенок это такой же человек, равный, то есть к нему нужно относиться так же, как к равному к себе, и принимать его чувства и ощущения, переживания, потому что он испытывает то же самое, что и взрослый человек, просто он не может это проговорить словами, как-то выразить это, и он еще может бояться, и он не знает, что с ним происходит. А взрослый человек, он помогает ему понять самого себя, а что сейчас происходит. Если мы будем правильно идентифицировать свои эмоции, да, эмоции ребенка, если мы видим, что ребенку грустно, мы видим по его виду, да, я вижу, что тебе грустно, мы можем присоединиться и послушать его, от чего ему грустно. И вот ребенок чувствует, что с ним все в порядке, и это нормально. Есть взрослый, уверенный человек, который поможет ему справиться с этой ситуацией, с этим переживанием. А проблема для взрослого человека, она может казаться такой, ну, мелочью, скажем, да, переживает, например, за что-то, да, за то, что, например, он не смог выступить хорошо, например, да, перед классом. Для него это большая, может быть, трагедия для ребенка, да, он может сильно переживать, но с виду он не будет показывать внешне, что все хорошо, потому что он ведет себя так, как ожидают его родители, поскольку родители своим отношениям показывают границы. Вот так себя вести не нужно. Если родитель игнорирует поведение ребенка, да, то есть он не замечает, не фиксирует его радость, его огорчение, его злость, его... То есть в трудные минуты как никогда нужна поддержка. Да? То есть если это не замечается, ребенок один на один остается всегда, он будет чувствовать больше одиночества внутри. То есть душа, она развивается, и она растет в таком вот вакууме, возможно, да, и, естественно, родитель, любящий, заботливый родитель, внимательный, он видит, что происходит, он может это каким-то образом направить его внимание на то, что происходит с ним, и показать, возможно, на выход, да, то есть изменить его эмоциональное состояние можно, то есть всегда нет безвыходных ситуаций, всегда можно найти выход из любой ситуации. Вот я бы хотела вам показать классификацию значимых взрослых по исследованию Шувалова Александра Владимировича. Он составил такую таблицу. Так, не получается, что в отношениях, детско-родительских отношениях есть две связи. Это кровное родство и духовная связанность. То есть вот если в таблице посмотреть, что по кровному родству есть родные, есть чужие, да? А по духовной связанности тоже есть близкие по духу люди и чуждые. И тогда получается, значит, родной и близкий человек может, да? То есть это там, где есть эмоциональная, душевная привязанность, эмоциональная связь. А есть родной человек, но чуждый.
То есть там, где вот эмоциональная связь, которая была, возможно, в детстве, она где-то на каком-то месте она прервалась. И вот эмоциональная связь, духовное родство, если прерывается, то люди родные, они становятся чуждыми, они не понимают друг друга, они говорят на разных языках, как инопланетяне. А есть чужие люди. Чужие люди могут быть, ну, не обязательно близкими, да, но чуждые люди, да. Или и второе, это чужой человек может стать близким по духу человеком, да, то есть эмоциональная какая-то связь. И вот, возможно, в подростковом возрасте ребенок начинает искать близких по духу, да, то есть он начинает для себя, значит, примерять разные роли, он ищет себя и родственные души, да, то есть там, где бы его внутреннее душевное состояние, оно чувствовало бы себя свободно и проявляло бы себя, да, в той мере, и искать свои какие-то возможности, да, значит, пробуя в разных формах поведения, да, вот субкультурах подростки проявляют себя, да, и отношения у них начинают меняться. То есть подростковый период не зря называют кризисом. Кризисным периодом это когда ребенок чувствует себя как взрослый, но еще он не взрослый, он еще не может взять на себя ответственность. Но есть, конечно, дети, подростки, которые очень ответственны, да, то есть здесь максималистский подход, взгляд у детей особенно замечается, да, то есть, ну, ответственность за себя, ответственность за свои поступки, он приходит с возрастом, с опытом, то есть это изнутри, да, то есть формируется изнутри. И это зависит от того, как мы обучаем этому с детства, да, вот, скажем, если ребенок отвечает за себя, значит, по внешнему контролю, да, то, естественно, это он может привыкнуть, и эта программа как бы у него работает, и он это делает так по привычке, скажем, да, то есть он еще пока не осознает. Но приходит момент, когда он начинает это осознавать, это становится его внутренней потребностью, и он осознавать, для чего он это делает. Он начинает понимать смысл своих действий, поступков, своего поведения, он отвечает за свое поведение. И важно в детско-родительских отношениях понимать, что все потребности, которые есть, базовые потребности у взрослого человека, такие же потребности есть и у детей. То есть какие это потребности? В первую очередь это потребность в уважении. Ребенок – это человек, это не собственность взрослого родителя, да, поэтому важно уважать, да, уважать это уважительное отношение к ребенку. То есть, если взрослые люди, например, очень любят своего ребенка, они прямо любят его и, ну, любя, шутят, например, да, смеются и так далее. Здесь ребенок что чувствует? Ребенок может чувствовать, что над ним смеются, возможно, да? И в этот момент, когда что чувствует ребенок? Если взрослый не понимает, не сочувствует ребенку, а он исходит из своей любви, а не из того, что и как это для ребенка, то это, естественно, может приносить боль ребенку, да, то есть, ну, ребенок может это не осознавать, что ему больно, но он это ощущает, потому что ребенку важно еще показать, а какие эмоции. Вот если ребенок, например, часто вот как бы в моей практике, когда я провожу занятия по развитию эмоционального интеллекта, я, например, задаю вопрос: а чего вы радуетесь, дети? А они говорят: когда нам подарки делают, например, да, в Новый год, на день рождения.
Я удивляюсь и задаю вопрос, а вы один раз в год, что ли, радуетесь? И они, получается, они не видят, что они радуются каждый день. Я вот вижу, я говорю, вот я вижу, что сейчас ты улыбаешься, тебе радостно. А чего тебе радостно? И тогда ребенок только отмечает, что внутри, а как ты чувствуешь эту радость? Где в теле находится эта радость? И он только тогда начинает осознавать, оказывается, да, я действительно радуюсь. А от чего мне радостно? От того, что мне мой друг поделился карандашами, и мы вместе с ним играем, и мне весело с ним, и мне приятно делиться. То есть вот взрослый человек начинает обращать внимание, что происходит, и ребенок начинает ценить то состояние, которое внутри у него есть. И то же самое происходит с неприятными эмоциями. Многие дети, значит, естественное состояние у ребенка – это радоваться жизни. Все дети радуются, подпрыгивают. Это естественное состояние, это позитивная энергия. И если эта энергия блокируется, то появляется злость, да, такая тоже сильная энергия, но здесь уже радость уходит, появляется разрушающая, может быть, эта позитивная энергия сразу превращается в разрушительную силу, да. И когда мы говорим, например, ребенок, вот у него появилось желание попрыгать, например, дома, а ему говорят: потише, потише, или нельзя кричать, нельзя бегать. Вот и происходит блокировка, и внутри, значит, напряжение, да, вот этого. Сначала, возможно, страх, а потом злость, и вот эта энергия заблокированная, адреналин, который выделил организм для достижения цели, да, вот как только появляется мысль, организм наш выделяет адреналин для достижения. Когда появляется обстоятельство, что-то мешающее, блокирующее, и эта энергия никуда не девается. Надо, может вот вылезть как агрессия, да, то есть неудержимая, например, ребенок гиперактивный, он не может усидеть, он не может сосредоточить сконцентрировать свое внимание, например, да, он не слышит вас. И это такое, или ребенок наоборот замыкается и начинает думать, что я плохой, и я что-то сделал не так. У него тоже внутри, значит, вот напряжение возникает. Это напряжение надо проявлять. То есть, например, ребенок, если прыгает, он, например, на наших занятиях, точно, например, мы говорим как-то, ну, прыгает ребенок, ну еще прыгать, еще мы можем музыку включить, и ребенок, и дети начинают прыгать, но они не будут прыгать все полчаса, не будут прыгать 15, даже 5 минут. 3 минуты попрыгают, они, вот энергия, она вышла. Вы чувствуете энергию свою? И нужно научиться вот этой энергией управлять. И вот в детско-родительских отношениях это тоже те отношения, тоже эмоциональные, душевные, как поддерживать эти эмоциональные, душевные состояния, да, то есть это как костер. Костер тоже нужно поддерживать, чтобы он горел. И точно так же нужно поддерживать эмоциональные, позитивные отношения, да. Если мы туда не подкладываем дров, костер тоже гаснет. То же самое эмоциональное. А что является горючим для эмоциональных отношений, хороших, позитивных? Это, естественно, позитивное. Да? То есть, если мы отмечаем позитивное поощрение, скажем, да, то есть если мы ребенку показываем, чем он хорош, какие у него качества хорошие, где он проявляет это, мы это фиксируем, мы ему об этом говорим, отзеркаливаем, мы показываем, например, вот ребенок, например, пожалуйста, помоги помыть посуду, а ребенку не хочется. В этот момент ребенок может быть занят чем-то, он мечтает о будущем, он лежит, фантазирует, то есть это тоже процесс, да, то есть важно понимать и очень бережно, уважительно относиться к тому, что происходит с ним сейчас, да, осторожно подойти к нему, да, то есть если мы будем говорить с точки зрения своих целей, например, то есть у нас в голове только наши цели, да, то есть планы, цели социальные, внешнего мира, то есть сегодня мы должны успеть, значит, помыть посуду, там, постираться, сходить, сделать и так далее, достичь, это наши цели. А важно эти цели
соотнести, переговорить с детьми и учить их тоже планировать, то есть ставить эти цели, социальные цели. То есть мы их учим в жизни жить в социальном мире, да, как проявлять себя, как преодолевать эти трудности, например, чтобы ребенок не отчаивался, что значит, ошибки это не ошибки, что так случилось, как можно преодолеть. Очень часто сейчас вот можно заметить, что некоторые дети очень сильно нервничают, вплоть до истерики, когда у них что-то не получается, они начинают рвать тетрадки и так далее. То есть это дети, которые ориентированы на беловик, то есть все должно быть как бы идеально, как перфекционисты, да, то есть они хотят, чтобы было, они нацелены на результат. Если это не получается, они начинают страдать, да, и проявляют, чтобы у них и не принимают. Это идет от чего? От того, что идет со стороны родителей оценка, то есть оценка и ориентация на результат, да, оценочная, то есть нет принятия. А принятие, оно это тоже состоит из таких уровней, да, принятия, признания факта на существование такого человека. А когда мы признаем, мы смотрим на него, да, зрительный контакт, то есть мы показываем, проявляем, что да, ты есть в моем мире, я вижу и понимаю тебя, принимаю. Более глубинно это когда мы принимаем особенности личности ребенка. И вот наш ребенок, но он не похож на меня, он другой. И мы с уважением к этому относимся, мы с интересом с ним разговариваем, мы с интересом узнаем, интересуемся, а как тебе, а как у тебя это получается и так далее. У него это совершенно другой человек. И нам важно вот, проявлять интерес и научить ребенка, заинтересовать его самим собой, чтобы у него руки не опустились, чтобы... И это зависит от родителя, потому что если родитель будет оценивать и согласно своим представлениям будет его, да, принимать, например, вот нужно хорошо учиться там и так далее, да, например, у него есть представление, что он нужно вот то-то, 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 то, естественно, а если у ребенка совершенно другой потенциал может быть, да, поэтому душевный, вот как бы природный потенциал, он раскроется тогда, когда взрослый человек присоединяется на более глубинном. Вот третий уровень принятия, это на глубинном уровне, это принятие его чувств и переживаний, что да, это такое переживание имеет место быть, даже если это переживание не соответствует вашим переживаниям, да, то есть здесь поможет эмпатия, чувство эмпатии, и важно, конечно, уделять время, да, то есть вот таким установлению таких эмоциональных, душевных связей, да, эмоциональной связи, чтобы никто ничего не мешал, чтобы с ребенком, когда мы общаемся, особенно на такие важные темы, важно это продумывать и уделять время этому, да. Если это происходит на ходу, то есть мимо, и мы не смотрим даже на ребенка, и мы как бы управляем, получается, ребенок чувствует себя как объект, и он не чувствует себя как субъект. Мы взращиваем в ребенке субъектность, то есть субъектность, самобытность, у него есть свое такое состояние самобытности, что мы его принимаем, мы знакомимся с ребенком. Да, вот он такой. И это очень интересно. И для родителя, получается, он открывает для себя нового человека, да, ценного, и таким образом удовлетворяет потребность быть, чувствовать свою собственную значимость, да, потребность в собственной, значит, чувствовать свою значимость, что он не просто часть коллектива, семьи, а именно значимое, что он, взрослый человек, его уважает за какие-то его достоинства. Вот эти достоинства ему надо раскрыть.
А каким образом мы раскрываем? Мы видим ростки такие, да, какие мы, возможно, даже значит, маленькие, но мы родители, кто как не мама или папа знает своего ребенка лучше всего, да, и видит. И вот это именно любящее сердце увидит этот росток, эту искру и будет это как бы взращивать, да, таким образом и помочь взрастить и дать крылья, чтобы он стал самим собой, да, раскрыть его потенциал, помочь ему в поиске себя. И здесь важно, вот, конечно, строить не директивные отношения, не авторитарный стиль, а именно вот именно душевная связь поможет, да, духовная связь, заинтересованная, да, заинтересованный человек, любящий человек, ну как тренер, можно даже так сказать, да, то есть он будет помогать в этом пути, чтобы ребенок стал хозяином своей жизни, и он вот, поддерживает его оптимизм, да, то есть чтобы он реализовал весь свой потенциал природный, раскрыл. И таким образом улучшить вот эти взаимоотношения в любом возрасте, да, когда ребенок маленький или подросток, или уже взрослый, вырос, можно. И здесь важно, конечно, только с любовью в сердце раскрыть свое сердце, и проявлять эту любовь не чрезмерной опекой, скажем, да, гиперопекой, например, подстилать солому, чтобы с ними что-то не случилось, а именно доверять. Доверие важно. Если ребенку доверяют, то, естественно, он чувствует свою силу. Если мама верит, то он верит в себя. А бывает так, что дети не верят в себя. И когда спрашиваешь, а какие у тебя позитивные качества, дети иногда, часто сталкиваясь, очень мало позитивных качеств. От чего это происходит? Они могут сказать там какие-то: я добрый, там, да, я помогаю. Например, мама чего радуется, когда я помогаю, говорят. Вот. И я тогда у людей спрашиваю: вы кого воспитываете? Помогаек? Чтобы они стали помогающими. Важно, видите как, то есть получается, для родителя нужно определиться с целью воспитания, да, вот кто я, как, да, скажем, первый вопрос, кто я, задать себе, какая я мама или какой я папа, каким я хочу быть, да, то есть как проявлять эту любовь. И тогда это получается душевное усилие над собой тоже. Взрослый человек сам меняется, он растет, и отношения в семье становятся не социальными, скажем, да, что поели, уроки сделали, там, это как очень сухо и как на работе получается, а именно тесная душевная связь, это связано с тем, что душа любит, да, вот родители тоже, что им нравится, они сами увлечены чем-то, у них есть хобби, это целая команда семьи, да, вот детям среди увлеченных людей, взрослых, им тоже очень интересно, и они растут в этой среде тоже разносторонне развитыми, их тоже это увлекает, в этом увлечении они находят себя, у них что-то получается лучше, и они над этим работают, желание жить, работать, действовать. То есть жизнь — это активность. Вот.
жизнь, активность, это достижение целей, и при этом это общение, духовная связь. И при этом, конечно, уединение тоже важно уважать, давать время для того, чтобы ребенок размышлял, да, вот в наше время, в советское, не было никаких гаджетов, и мы сами придумывали игры, и в этот момент мы думали, да, размышляли, мечтали, фантазировали, да, а сегодня вот встречаются такие ответы от детей, да, я устал, хочу отдохнуть, например, да, скажем, дошкольник говорит, да, чего устал, потому что его время настолько все организовано, заорганизовано, что он ходит во все кружки и секции, с ним работают, значит, его воспитывают, да, а когда у него остается время для того, чтобы он начал задумываться о своих внутренних, то есть создавать свой внутренний мир, то есть человек как писатель, как режиссер своей собственной судьбы, он создает для начала свой внутренний мир, он живет в этом внутреннем мире, и важно, чтобы он не остался в этом внутреннем мире, а взаимодействовал с окружающими людьми и проявлял себя. То есть это период, детство это хороший период, возраст, когда мы проектируем себя, свою взрослую жизнь, когда мы учимся и готовимся, да, то есть и реализуем то, к чему мы подготовились. То есть все происходит дважды, да, один раз в голове, второй раз реализация. Вот чем больше человек думал, проектировал, конкретизировал, тем лучше его будет результат. Поэтому важно с ребенком тоже ему помогать в этом, да, то есть помогать его вдохновлять, да, зажигать как-то, да, направлять, что-то увидеть, потому что взрослому любящему человеку это виднее, возможно, где-то, да, то есть вместе с ним как-то мечтать, то есть как-то расширять горизонты, задавая вопросы. Когда мы задаем вопросы, мозг работает у ребенка, он начинает, он будет больше как бы достигнет, чем взрослый человек. Возможно, даже у него в его голове будет даже то, чего даже взрослый человек не вообразит. Поэтому мы являемся помощниками, взрослыми, мудрыми, кто бы направил детей на их такую будущую счастливую жизнь, да. А счастье заключается в том, что когда человек чувствует, наверное, вот эту свободное, да, свободное ощущение реализации себя, когда он вот занимается тем, что нравится, и достигает своих целей. Как-то у него вот эта энергия его, потенциальная энергия природная, она как бы реализуется, когда нет вот таких блокировок. И в эти моменты мгновения счастья человека, и он в этот момент наиболее эффективен, как на работе, как в любой деятельности, в личной, в частной жизни. Поэтому никогда не поздно восстановить взаимное вот такое детское родительские отношения, когда взрослый стоит не сверху, а на равных, когда взгляды устремлены друг на друга, когда есть зрительный контакт, когда есть принятие на глубинном уровне, когда есть уважение, когда есть признание того, что есть, когда есть вот когда взрослый человек создает пространство безопасности. Что это означает? Вот ребенок, когда он чувствует, что никто его не будет ругать, или когда он чувствует себя свободно, да, или он зажимается. Это разные виды условия конфирмации или дисконфирмации. Условия конфирмации тогда, когда значит, наше «я» чувствует себя свободно, он может проявлять себя, да, и в этом проявлении ребенок ищет границы, устанавливает границы. Когда он проявляет, он чувствует злость, он это говорит, проявляет конструктивно,
да, он показывает этим, что вот это границы мои, да, я чувствую, что мои границы нарушаются, а есть границы эмоциональные, личные, физические, пространственные, информационные границы, да, и когда эти эмоциональные границы, когда вот есть непонимание или отрицание эмоций, тогда ребенок вот это появляется злость, и человек как бы вот начинает защищать, то есть он как бы может, а если он, например, это оставляет в глубине души, он не говорит о том, что ему не понравилось, например, то, естественно, это у него может потом проявиться, то есть это потом даже может превратиться в психосоматику, поэтому приходите в школу развития эмоционального интеллекта, чтобы научить детей. В завершение я хочу пожелать вам радости и вдохновения в ваших отношениях, любви, чтобы ваша любовь проявлялась и чтобы ваш костер не гас и горел много-много лет и вдохновлял вас на высокие цели, чтобы ваши дети чувствовали себя счастливыми, продолжали ваш семейный род.